Вернуть в хакасские степи лошадь Пржевальского. Такова цель нового проекта заповедника Хакасский. Это животное исчезло в дикой природе и разводится сейчас лишь в неволе. В России первый центр реинтродукции 4 года назад открылся в Оренбургской области. И вот теперь у нашей республики есть шансы стать вторым местом в стране, где появится лошадь Пржевальского. Лошадь Пржевальского – это отдельный вид или предок нынешней лошади домашней? И почему у нее 66 хромосом, а не 64, как у всех животных семейства лошадиных? Над феноменом этого уже исчезнувшего в дикой природе существа бьются ученые всего мира. У этого скакуна короткая грива и нет челки, как у обычного коня. На ногах могут быть полоски, как у зебры, а еще у него особый соврасый окрас. Сейчас животное размножается лишь в неволе. От Франции до Монголии действуют центры реинтродукции. Первый в России центр появился в заповеднике Оренбургский. И 3 года назад первые 6 лошадей на волю выпустил президент Владимир Путин. А прошлым летом специалисты центра праздновали победу. У их питомцев родился первый же ребенок. И вот теперь заповедник Хакасский продвигает смелую идею о том, что Хакасия может стать вторым в стране регионом, где будут разводить единственную в мире лошадь, которую не удалось приручить человеку. Директор Оренбургского центра реинтродукции Татьяна Жарких лично оценила возможности территории. Она побывала на 4 участках заповедника, из которых самым подходящим считает Камызякскую степь в Устюбаканском районе. Здесь достаточная кормовая база. На будущий год, как рассказали мне коллеги, в Хакасском заповеднике запланированы большие геоботанические исследования для того, чтобы определить кормовую емкость территории и обозначить предельно допустимую численность лошадей Пржевальского, для того, чтобы они не только сами по себе существовали и процветали, но и не нанесли ущерба местным экосистемам. Заповедник провел большую подготовку к проекту и не оставляет себе времени на раскачку. После согласования с экспертами территории под будущий центр детально проработанный проект будет представлен в декабре на Красноярском экологическом форуме. Параллельно специалисты из Хакасии пройдут стажировку в заповедниках Оренбуржья и научатся там всем тонкостям обращения с уникальной лошадью. В начале 2020 года запланирована подготовка проектно-сметной документации с тем, чтобы понимать, сколько необходимо нам финансовых средств на содержание, на осуществление строительства по вольеру, визицентров и так далее. Но и 2021 год будем надеяться на первый завоз лошадей по качеству. Предварительно это Венгрия и Монголия. Программа по разведению лошади Пржевальского стоит в том же ряду, что и усилия по сохранению снежного барса, дальневосточного леопарда, журавлей, стерхов. Поэтому заповедник рассчитывает получить средства на создание центра по нацпроекту «Экология». Также он заручился поддержкой муниципалитета, который готов выделить под разведение лошади Пржевальского дополнительную территорию. Марина Канадакова, Вести Хакасия.